Сейчас вечер, я могу воспользоваться моментом и снять вот как раз реконструкцию лица по черепу, которая вот здесь, в конференц-зале института, в котором я работаю, Институт истории языка и литературы Уфимского научного центра, Российской академии наук представлена. Это все дело моих рук. Вот. К сожалению, здесь только небольшая часть представлены. Но о некоторых реконструкциях я поподробнее расскажу, особенно те, которые происходят из Казахстана. Вот. Эти реконструкции были созданы в тот период, когда я тесно сотрудничал с казахскими археологами, за что им большое спасибо, в частности, с Самашевым, Арманом. Я уже сказал, что здесь есть реконструкции, выполненные по черепам людей, древних людей для раскопок в Казахстане. Ну, вот очень интересный товарищ, вы можете на него подробнее посмотреть. Это реконструкция по черепу мужчины явной культуры из могильника Кунсай, автор раскопок Арман Базимбаев. Вы видите, да, этого мужчину очень солидного, анфас, вот сейчас 3/4. Я специально не моделировал волосяной покров, чтобы зритель мог рассмотреть архаичность строения его черепа и, соответственно, его образа, который создан по черепу. Да? Это такой палеоевропеоид, то есть здесь чувствуется архаика европеоидной расы. Жители вот тех поселений, в которых они хранили своих умерших сородичей, вот, эпохи ранней бронзы, представители явной культуры, как раз и обладали европеоидным обликом. Вот, ну, там представлены не только палеоевропеоидные варианты, но и варианты средиземноморской расы и так далее. Вот женщина тоже явной культуры, вы видите, такого старческого возраста, да? Тоже европеоидного облика, сильно выступающий нос, крутой лоб, такая небольшая треугольная челюсть. Это удивительная женщина, которая дожила до преклонного возраста. У нее наблюдаются все признаки остеопороза, то есть выбывание кальция из костей. Удивительно почему? Потому что явники в эпоху ранней бронзы они доживали в среднем от силы до 25-30 лет. А это женщина, пережившая наверняка и роды, и тяжести тяжелого физического труда, дожила до такого возраста. Что у нас еще есть из Казахстана? Ну вот, пожалуй, очень интересный товарищ. Вы видите, да, очень такая сложная работа и в культурном плане, и в антропологическом тоже. Это реконструкция по черепу представителей такой этнической группы средневековья, раннего средневековья, как кимаки. Вы видите, на нем надет клепанный шлем, воспроизведена барница и так далее. Но я должен сказать, что шлем и череп были найдены в разных погребениях, но это было одно время, и поэтому в этой работе они объединены. И вот был создан такой образ кимак. Вы видите, шлем мне пришлось задрать, потому что если бы этот шлем был опущен, он бы закрывал глаза и большую часть верхней части лица. Это была бы не реконструкция, да, облика, а реконструкция шлема. Это тоже нужно учитывать при создании реконструкции. Вот женщина, это тоже Казахстан. Раскопки Замилы Самашева. Это женщина из могильника, курганного могильника Дыряве в Восточном Казахстане, это граничие Казахский Алтай. Да, это ранний Железный век, 5-4 век до нашей эры. По черепу из Берели я тоже воспользовал облик мужчины, но здесь он не присутствует в галерее этих образов. Ну, а остальные работы по черепам из других регионов, ну вот, пожалуй, тоже. Я забыл про эту работу. Это работа, выполненная по черепу позднего средневековья, ну, где-то 15 век, раскопки профессора Иванова, Западный Казахстан, Тюменская область, женщина яркого средиземноморского облика. Вот, это уже, я уже сказал, это средневековье. Нам удалось создать не только облик, но и такую вот атрибутику. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую участников фестиваля
реконструкции. Дэштор. Очень рад в нем участвовать по приглашению Маратиковны Усмановой. С именем Турхирдала у меня много что связано, наверное, как у многих людей, которые интересуются загадками и тайнами древних цивилизаций. Зачитывался книжками Турхирдала о путешествиях в Полинезию, в которых он рассматривал гипотезы заселения этой части Земли. Затем с интересом следил за его плаваниями через Атлантический океан на Ра-1 и Ра-2, тем более, что существовала когда-то в давние времена передача, которую вел любимый мой ведущий клуб путешественников Юрий Сенкевич, участником так называемой, если можно сказать, кают-компании Юрия Сенкевича очень часто были интересные люди, ну и, конечно же, Турхирдал был непременным посетителем и участником этих передач, где очень подробно рассказывалось о плавании на Ра-1 и на Ра-2. Ну, а затем, конечно, плавание на Тигрисе. Вот. Ра-1 сейчас экспонат музея в Осло, который посвящен путешествиям Турхирдала и его научно-исследовательской работе. Что же такое реконструкция? Ну, реконструкция часто в различных контекстах употребляется этот термин. Да? Реконструкция зданий, реконструкция образа жизни, чем большинство участников занимается, реконструкция орудий труда, людей различных эпох. Ну и антропология тоже вносит определенный вклад. И этот вклад, который вносит антропология, вклад, конечно, в познание истории и прошлого, того, как выглядели наши предки. Вот в руках у меня череп из раскопок мусульманского мавзолея на территории Башкортостана. Это относительно недавнее время, ну, скажем так, 14 век нашей эры, это Золотая Орда. Поэтому к черепу мной был создан документальный портрет человека, который представлял Золотоордынскую администрацию здесь, на территории Башкортостана, и был похоронен с почестями. Для него был построен специальный мавзолей. Вот. Там был похоронен не только он, но и, собственно говоря, члены, возможно, его семьи. То есть это семейная родовая усыпальница. В небольшом сюжете будет представлена моя работа над реконструкцией облика человека раннего Средневековья, это 8-9 век, раскопки памятника некрополя Боза-Адыр в Тяньшане. Вообще, когда работаешь над реконструкцией, ты, конечно, ждешь какого-то результата, но ты представляешь облик этого человека, уже будучи антропологом, даже по черепу можно создать словесный портрет. Но когда ты уже видишь окончательный результат, то понимаешь, что научный метод, который был предложен Михаилом Михайловичем Герасимовым, он работает.